Салам, хурматлы ватандашлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я должен сказать, что есть очень положительные сдвиги, которые отражаются в том, что налицо рост активности нашего населения. Молодежь и те люди, которые находились за пределами Туркменистана и внутри Туркменистана, они намного активнее сейчас. Ну и это как раз к тому вопросу, которым мы, вот 3 года тому назад мы начали работать, вот сейчас 4-й год, и мы стали говорить о том, что нельзя молчать. То есть, когда мы начинали, даже слово «диктатор» мы не видели, то есть это было, то есть, как будто люди боялись, как будто люди стеснялись сказать, что это недопустимо. На самом деле, сам государственный строй, он требует такого же отношения. Поэтому, когда мы начали работать, мы стали называть вещи своими именами. Но причем это же ведь не касается, мы не позволяли себе никакой грубости относительно имени. Вот там иногда ребята себе позволяют там гуэткулы, там или там еще какой-то хренгулы, там или еще там харамзада. Мы такого себе не позволяли. Почему? Потому что это его, это официальное лицо, так, это его имя, фамилия и так далее. Но то, что он взял на себя, взял псевдоним, это его общественно-социальный месседж. Он сказал, что он покровитель народа. Мы доказываем, что он не покровитель, он враг народа. Причем не просто враг, который не гнушается харамом. Поэтому мы его назвали Харамдаг. Поэтому сегодня, по прошествии вот, уже 3 лет нашей активной нашей активной вот этой вот информационной войны с диктатурой, к которой подключились и наши друзья, мы можем подвести итог, чтобы это не было просто разговором. Значит, вот, пожалуйста, откройте Википедию, и вы там прочитаете Аркадаг, президент Туркменистана, и там же будет слово Харамдаг. То есть уже Википедия его, когда мы говорим Харамдаг, это знает. Вы можете забить, и тут же будет выходить Бердымухамедов. Еще ни один исламский руководитель никогда не получал этого имени Харамдаг, потому что он харам, потому что он рэкетир, потому что он это государство разрушил. Пообещал одно, сказал, что он защитник народа, на самом деле харам. Поэтому это большая победа, это результат работы, неустанной работы, причем не только в информационном пространстве, но и, конечно, на площадках ОБСЕ, ООН и так далее. А почему я имею право назвать его харам? Когда он, во-первых, это человек, который сломал конюшню, когда я был в тюрьме, он начал с этого, уже об этом мы говорили. Но Юля нашла, вот значит, в совхозе 9 Ашхабадский комиссар нашла вот эти брошенные свинарники. Так, там все было расчищено, все наши стройматериалы мы перенесли. И вот там 5 корпусов были построены, так, и там пришли халал животные. Это то, что это гордость, туркменская национальная гордость. Так, это то, чем это имеет мировое признание. Пришли лошади, и он снова пришел туда, отнял у нас под угрозой того, что значит посадит Юлю и меня. Продержали нас всю ночь в прокуратуре. И что вы думаете теперь там? Там опять эти свиньи. Я обещал вам показать, не мог найти. Вот сейчас я нашел кадры, посмотрите. Вот в тех конюшнях, которые мы сделали, снова свиньи. Так, у нас страна такая, у нас особенно не почитается, но есть люди, которые ели, тут ничего такого нет. Но если бы она держалась, но там, где было такое животное, в гербе находится, и вот принеси это самый настоящий харам. Теперь, значит,
Мне задают вопрос ребята, говорят, вот, Гельнара, ну вот говорят, что вот надо вот как-то вот идти вот там и вот вперед, прям чуть ли не на баррикады. Я уже и раньше говорил, и сейчас говорю, я категорически против того, чтобы повторять историю, то, что сделали вот команда Бориса Шихмурадова. Пришли люди, так, у них даже не было этого оружия, и все равно с ними расправились. Вот это нужно знать свое государство. Это фарс, это холостой выстрел. Почему? Потому что, ну, во-первых, вот сейчас, если приедут эти ребята, вот, предположим, 10 человек приехали, там, говорят, вот мы там сейчас организуем ячейки. Из этих, как минимум, 2 из них окажутся стукачи, которые работают, а может и все, никто не знает. И даже если все они действительно такие вот патриоты приехали, то я уверен, вот эти вот загорелые джигиты, пока пройдут от трапа самолета и пройдут таможню, и пока они, если их выпустят, так, из аэропорта, эти загорелые ребята будут бледные, как будто бы они всю жизнь прожили в Швеции там, или в Норвегии. Потому что диктатуру никто не заменил. Ее сила, ее возможности не ограничены. Поэтому второй вариант, вернее, если мы ведем борьбу с диктатурой, и мы говорим, что это информационная война, то второй фронт, чтобы зайти с тыла, так, этот второй фронт, это то, что должны быть санкции. Это то, чем мы занимаемся, как мы выступаем. Это то, как мы говорим о том, что нужно разрешить людям те законы, которые прописаны в Конституции, которые он подписал на международных площадках, в ОБСЕ, ООН и так далее. Они есть и в Конституции. Это свобода собраний, свобода слова и так далее. И за эти 30 лет можно было чаще поднимать и как-то эффективнее все это делать. Это не было, ну, хорошо, хотя бы сейчас. Так вот, если мы сейчас не подключим вот этот вот второй фронт, а это в первую очередь санкции. Какие могут быть санкции? Нужны хорошие, серьезные коррупционные расследования, а у нас страна погрязла в коррупции, так? И существуют законы об отмывании незаконно нажитых денег, существуют законы о, значит, незаконном обороте валюты. Но и самое важное, это то, что сидят наши 100 человек. Их посадили, они пропали. И вот это вот, что называется сейчас, вот они там, покажите их живыми. Я в 2015 году пришел, сказал, что их нету. Зачем вот это? Поэтому, когда вот сейчас я слышу, люди говорят, давайте объединяться, давайте объединимся. Там одна женщина даже слезно просит, и я понимаю, и я всем сердцем с этим, конечно. Я когда приехал, я тоже думал, что все вот, раз они бросили страну, уехали, и здесь они себя назвали правозащитниками, оппозиционерами, то все они как раз вот вместе с нами. То есть я вот смело могу объединяться. На самом деле все случилось совершенно по-другому. Это мы потом только поняли. Мы потом поняли, что нас окружает пятая колонна. Я уже об этом говорил. Но представьте себе, вот мой месседж, что я хочу сказать вам, давайте прекратим врать. Давайте прекратим политическое лицемерие. Когда говорят, давай иди вперед, это и есть самое настоящее политическое лицемерие. Просто так толкать людей, а что их толкать-то, а что они сделают? Ну хорошо, пришли они. В лучшем случае их возьмут, и они могут оказаться точно так же в Авадан-депе. Это в лучшем случае. А в худшем это может быть тот же самый туркменский Жанаузень, как было в Казахстане. Или как узбекская Фергана, только туркменский вариант. Поэтому
никогда диктатура просто так, на шум, на крик, ай, вот мы сейчас придем, возьмем, вот на это никто не отдаст. Диктатура не уступит, она знает, что ей за это нужно расплачиваться не только награбленным, но и, возможно, нужно будет расплачиваться десятилетиями тюремного заключения. Поэтому она будет бороться не на жизнь, а на смерть. Поэтому вот это вот второй вариант, о котором я говорю, это, конечно, санкции. То есть это наша активность, это вот наша социальная активность, инакомыслящее пространство. И то, что мы сейчас побеждаем в этой информационной войне, а это будущий пролог свободных СМИ. Это гарантия того, что потом это не даст возможности возникнуть новой диктатуре. Любой форме. Поэтому обязательно вот этот вот должен быть второй фронт. Вот первый, да, он сейчас активизировался, и можем сказать, что он увеличивается, расширяется, да, но второй фронт должен быть открыт. И вот этот второй фронт, он и гарантирует, что потом может быть задействован, так сказать, уже более серьезные, скажем, серьезные факторы силового воздействия, геополитического характера. То есть, например, та же самая Россия, или это Америка, Евросоюз, или Турция, там, но в любом случае, так, это уже, когда вот это античеловечная политика, когда вот это вот публичная расправа над элитой государства, а это 100 человек, когда вот за это можно будет спросить и перевести вопрос о том, что сейчас не надо говорить, покажите их живыми. Какими живыми? Их нету. Зачем? Я поэтому говорю, давайте прекратим врать. Это же не детские эти игры, это не спектакль где-нибудь. Нету этих людей. Я 5 лет назад сказал. И я не ждал 15 лет потом, чтобы сказать об этом. Через неделю было мое выступление. Вот. Через неделю, как мы приехали, Юля уехала уже на ОБСЕ. То есть мы никого не ждали. Мы работали, работаем и будем работать. Так вот, если мы сейчас не подключим этот второй фронт, просто так гнать этих ребят, ну что это? Пушечное мясо, что ли? Зачем это? Мало того, что... И не надо вот этих вот всех сказок о том, что вот и Посулов там вот вы и это получите, и машины у вас будут. Давайте научимся говорить правду, правду в лицо. Итак, резюмируя, я вам говорю, ребята, я категорически против того, чтобы погибали наши юноши, девушки. Да, они патриотичные, они умные, они прекрасные, они гордые, да, они любят страну. Я категорически против того, чтобы просто так сейчас они шли, значит, голой грудью на штыки. Я категорически против этого. А то, что можно делать, это можно делать и здесь. Второй вопрос, я вам сказал, это обязательно второй фронт, это санкционный режим. Если эта 12-головая гидра, и со всей этой коррупционной схемы, которая есть, если ей не отрубить главную голову, так, а это клан Бердымухамедова, и это коррупционные схемы, и это вопрос о геноциде в отношении пропавших, если мы не подключим этот вопрос. Третий вопрос, третья сила, давлеющая сила, на которую мы можем рассчитывать, то есть это поддержка в масштабах геополитики, так, межгосударственная политика.
так, чтобы они сказали, да, действительно, это античеловечно, и за это нужно спрашивать, чтобы человека можно было сказать, надо рассматривать вопрос о Гаагском трибунале. Пока мы это не сделаем, сейчас просто гнать людей на штыки, я считаю, абсолютно бессмысленным. Это вот по отношению к тем вопросам, вот ребята ко мне обращались, так, я вижу некоторые комменты, так, вот это вот мой ответ. Халкın hakkı var. Народ имеет право. Ey ilahi emine, adan yodu, adan yodu, atlanan